В начале заседания депутаты обсудили внесение изменений в закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Один из инициаторов проекта, депутат Гиви Кварчия, обратился к членам комитета с просьбой вынести данный законопроект на ближайшую сессию для принятия его в окончательном чтении. Одна из поправок – это изменение сроков отчетного периода, то есть последнего дня отчетного периода предоставления декларации. В первоначальном виде это было 30 апреля. По нашему законопроекту он был изменен на 1 августа. Возможно ли такое, применить данную поправку на первый год работы данного закона, если он будет на текущий год, да, если он будет принят в окончательном чтении, а далее уже как бы применять первоначальную дату. Мы могли бы оставить в случае его принятия, на ближайшей сессии, предположим, для текущего года оставить его тогда на 21 год как отчетную дату август месяц, но мы в переходных положениях можем это закрепить в самом законе, а уже с следующего года он будет так же, как и ваша редакция, наверное, да? С 1 апреля, там какая, 30 апреля, да? Да, 30 апреля. Как он был в первоначальном виде. Представитель президента в парламенте Саида Будба отметила, что концептуальных замечаний к представленному законопроекту нет. Все ранее озвученные предложения уже учтены. Единственное, в законе разделяются категории государственных служащих и должностных лиц. Это, как отметила Саида Будба, является нецелесообразным. В наименовании закона определяется, что он касается декларирования госслужащих. И в тексте закона в статье 2 указывается, что к госслужащим относятся в том числе и должностные лица, которые определяется понятие. Поэтому выделение отдельного понятия должностных лиц и в наименовании, и по тексту закона нецелесообразно, потому что они и так подпадают под декларирование. После небольших дискуссий комитет принял решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии. Следующим вопросом депутаты обсудили внесение изменений в закон о выборах депутатов парламента. Спикер парламента Валерий Кварчия предложил внести в проект 2 поправки. Согласно одной, депутатом парламента может быть избран гражданин республики, военнообязанный, прошедший военную службу в абхазской армии. Согласно второй поправке, закон о выборах депутатов парламента вступает в силу с момента официального опубликования для всех, кроме лиц, имеющих среднее образование в неабхазской школе, то есть не владеющих абхазским языком. Для этой категории закон будет работать с 2027 года. Все представители других национальностей, проживающих в Абхазии, имеют право по Конституции говорить, пользоваться своим языком. Никого это не ущемляет. Но еще раз говорю, наш государственный язык, он призван сближать все представители всех национальностей, проживающих в Абхазии, сближать. У нас 160 школ, 165 школ в Абхазии. Абхазцы составляют большинство населения. Вот, количество учащихся 27 тысяч, около 27 тысяч. Большинство из них 15 тысяч абхазий, и на них им представлено всего 60 школ. Знаете? А русскоязычным всем 105 школ. Кто ущемлен в Абхазии? Абхазский язык или другие языки? Депутат Валерий Агрба высказал замечание к проекту. По его мнению, закон следует ввести с 2027 года для всех категорий граждан. Насколько готовы мы к тому, что закончив абхазскую школу, должен владеть не на бытовом уровне, а на том уровне, чтобы абхазский язык мог стать наряду с русским языком госучреждения, чтобы он мог использовать терминологию. Если у нас до 4 класса есть только пособие, а в абхазской школе обучение выше, в старших классах на русском языке происходит, знание бытового абхазского языка мы будем лингвистической комиссии в ЦИКе устанавливать, или знание профессионального языка, или, каких-то еще навыков, связанных с терминологией, или еще. Насколько мы готовы, я к тому, Еремеевич, что готовы ли мы вводить сразу с момента вступления в силу? Может, действительно оставить 27 год для всех, а за это время разработать программы, перевести абхазский язык в школах, чтобы выпускники тех же школ могли на абхазском закончить, в конце концов, обучение. Директор ЦСИ при президенте Вячеслав Чирикба поддержал закон и поправки к нему. Однако отметил, что необходимо четко соблюдать закон, чтобы он работал в нужном направлении, а не стал инструментом дискриминации. У нас многонациональное общество. Дали ли мы возможность нашим согражданам армянской национальности, русской, выучить язык полноценно? Дали возможность? Мои дети ходят в школу, в абхазскую школу ходят.
И нет, даже в абхазской школе, они вот выходят из школы, да, не знают абхазского языка. Те, кто не знал, и выходит незнанием. То есть школа наша не дает знания языка. И не только, кстати, абхазского языка. Приходится сейчас, вообще, чтобы поступить в вуз, приходится заниматься репетиторами 2-3 года. Создана параллельная система образования в Абхазии. Школа неэффективна, потому что методики старые, устарелые, вообще надо все менять. Но никто ничего не делает. Теперь, это второе, то есть, чтобы не было дискриминации, это очень важно. И чтобы было четкие критерии для всех, чтобы не было ощущения, что это против кого-то, а нужно, наоборот, для сплощения общества. Так что я поддерживаю все законотворческие инициативы, но нужно быть очень осторожно здесь быть. Вы сделали заметочку по дискриминации, да, вот это будет как средство дискриминации. Абсолютно нет. Вот у нас есть очень хороший пример Левона Галустяна. Да, не, ну я, да. Вот Левон Галустян, он не владеет абхазским языком, но он даже лучше и красивее выступает, начинает всегда заседание, всегда обращается к своим коллегам на абхазском языке. Я хочу сказать, и, честно говоря, вот некую надо, конечно, надо провести дифференцированно, вот как-то хорошо владеющий абхазским языком, там, средне владеющий или как-то это, можно это упорядочить, но надо нам что-то сделать. Я буду, честно говоря, поддержу эту поправку. После долгих дискуссий обсуждение поправок к закону о выборах депутатов парламента было отложено на следующее заседание комитета. Далее депутаты обсудили вопрос внедрения автоматизированной судебной информационной системы АСИС в судах республики. Ранее от председателей Конституционного и арбитражного судов поступили письма о переносе срока вступления в силу статьи закона о судебной власти, касающейся внедрения АСИС. Специфика внедрения связана с высокими технологиями, что требует познаний в этой области. Поэтому многие вопросы технического характера остаются неурегулированными. Нам 12 декабря установили программу, причем программа сложная очень. И 1 января начали работать. Были у нас сбои по срокам, а это все очень большие проблемы, нарушены права некоторых сторон, и такие были случаи. Я просила форс-мажор нам дать возможность, но парламент отказался в результате переговоров. Проблем много, но можно сказать, что запустили систему. В 4 судах установлено все оборудование для видеопротоколирования. Там, где залы заседания позволяли. Вы помните, я вам ролик показывала, как выглядят залы заседаний. У военного суда нет зала заседаний, соответственно, не установлено. Это Гудаутский суд. Остальные суды, кроме Гагра, Гулрыбский суд, Сухумский городской суд и Верховный, не установлено оборудование. Когда там будет ремонт и когда в других судах мы сможем установить, это вопрос не к нам, мы этого не знаем, потому что мы регулярно сметы на ремонт направляем к вам, и вы видите, на этот год тоже они в бюджет не попали, ни в наш, ни в УКСовский. Поэтому, наверное, и в этой части мы будем просить об отложении. Разумеется, это сложное программное обеспечение, и сейчас опыт ее внедрения в Верховном суде, видимо, показал, что в ней есть некоторые нерешенные вопросы, которые изначально не были решены. Теперь у нас стоит вопрос о конституционном и арбитражном суде. Все, что касается здания, в каком оно виде, и есть там или нет ремонта, вообще к системе АСИСа, которая не связана с видео-аудиопротоколированием, вообще не относится. Потому что вся АСИС, кроме видео-аудиопротоколирования, которая устанавливается в кабинетах, в залах судебных заседаний, все технически возможно сделать, технически. То есть для этого зала судебного заседания не нужно, чтобы мы понимали. Для этого нужно только первое программное обеспечение и, соответственно, рабочие места у судей или у помощников судей, где это программное обеспечение установлено. И, соответственно, вот у нас теперь такая ситуация. Это на ваше усмотрение, конечно, как это возможно сделать. После дискуссии вопрос был снят с повестки дня, так как, по мнению депутатов, он требует более детальной проработки. Далее парламентарии обсудили вопросы, касающиеся права на восстановление национальной принадлежности некоторых жителей Галского района, этнических абхазов с фамилиями Зухбая, Тарбая и подобных. Этнические абхазы, в скобках Абаза, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов, в скобках Абаза, в результате русско-кавказской и русско-турецких войн и других событий 19-20 веков,
граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Республике Абхазия, достигшие 18-летнего возраста, имеют право на восстановление абхазской национальной принадлежности и абхазской фамилии. Теперь, значит, ты будешь гадать, я тоже буду гадать, значит, если человек осознанно принимает такое решение, вообще в других законах, у других народов никаких записей нет. Если человек хочет поменять фамилию, меняет. Если хочет поменять национальность, меняет. Там нет никакой проблемы. А у нас все проблема. Хажлака стол Парчинкнар, Хаваза стенка Чиненерца, Зугала Шума, чуть ли не предатели Абхазии. Мы паспортизируем Гальский район. Угалам Шазой воровала Земсуслан. А сейчас не хочешь этот же вариант здесь пропихнуть. Не надо этого делать, давайте разберемся и спешить не будем с этим. Услан шакал шажон, уже приехал Шуругана, Захан, Задюр Шагун, После бурных обсуждений депутаты решили снять вопрос с повестки дня для более детального обсуждения. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.